Митрополит Московский и Коломенский, апостол Америки и Сибири, владыка Иннокентий, 9 мая 1876 года шел служить молебен при закладке алтаря храма Христа Спасителя, величественного памятника победы в Отечественной войне 1812 года. Когда-то святитель сам сооружал и освящал престолы Божьи в далеких пределах Сибири и Америки. Теперь в сердце России должно состояться небывалое торжество. Ваше Высокопреосвященство! Ваня! Подойди ко мне. Христос воскрес! Бобовы мы! И как же, как? Музыкальная! Хорошая. Чувствуется рукопашка. Слушай! Назад, Ваня! Иди! Назад! Не пройдешь, Ваня! Внизу мне река скрылась! Лед тронулся, Ваня! Назад! Назад, Ваня! Назад!
И я люблю тебя, Ваня. Только ведь тебя ректор семинарии в академию отправляет. А туда ведь только монахов берут, Ваня. Катя, а я не могу быть монахом. Я ведь люблю тебя, Катя! Я люблю тебя. А ведь ты самим Богом указан. Самим Богом. Как же ректор, Ваня? Да ректор на том берегу остался, Катенька. Он пока доберется сюда, мы уже женаты будем. Пойдемте вниз, с благословением. Он даст свое согласие, Катя. Катя. Женой моей будешь, Катя. Женой. Погоди, ведь сегодня же Масленица, а потом пост самый строгий. Тоже госпожа Будва. Катя. А после Пасхи обвенчаемся. Женой моей будешь, Катя. Женой моей будешь. Женой! А как на Масляной неделе от Иркутска до Москвы и гулянье, и веселье, и горячие блины? Как на Масляной неделе все блины мои поели. Я нарвал ведро с брусника Thank you.
говорил. Снимай камни полые, шторма погибли, глупость неимоверная. Ваня, Ваня, я прошу тебя, измени свое намерение, Ваня. Знак был, Катя. Знак был. Я должен ехать. Владыка благослови на путь неверный. Ваня, так у нас же ребеночек на руках, Ваня. Али ты забыл? Али ты забыл, как мы его еле-еле Господа выгнали. У смертушки выпросили, как трое чатушек наших на него и месяца не прошли, Ваня. Мы беречь мы должны, как змеить лодку, Ваня. Знак был, Катя. Бог не оставит! Не пущу тебя! Не оставлю я без тебя одна, Ваня! Братка, я что делать-то стану? Сгинем здесь без тебя, Ваня. Да ежели батюшка жив был, так, может, перепились бы как-нибудь, а так ведь по миру пойдем. Да не оставлю я вас. Не оставлю. Катя, не оставлю я вас. Вместе поедем. Все вместе поедем. Матушка, и вы с нами. Ну куда же мы без вас? Машенька, и ты с нами. Братец, по новарем мне пойдешь. Владыка, благослови. Как тебе благословенницу? Да это же навоки! Отец пока рядом в море приставился, а я вина реагент не Карим убили. Иди ты из иерархов, Ваня, добром не кончил. Ну как мы с ним в такую даль потащимся, Ваня? По холоду, по неуюту, по всем страстям дорог. Доберемся, Катя. Доберемся. И выжили. Ну живут же люди, а? А вдруг здесь в дороге, как все написано? Матушка, У нас же здесь дом свой, стены обжиты, а там поди и домишки-то никакого нету, Ваня. нет. Нет. Но зато руки есть. Руки есть, Катенька, ими и построим. Там ни деревца, ни овощи не растет, даже летом на островах там галются. Не растет. Не растет, Маша. Так вырасти. Вырасти. И Кешу вырасти. И Кешу вырасти. Кешу вырасти. Сынок. Сынок. Где ж твои ноги ходить-то будут?
Ах, погоди! А так, Иоанн, а чиханах, а кукун крест, и кунак-танах, куналаска. Иван Васильевич, я гляжу, нас тут ждали, как гостей великих. Нарядные-то какие и радостные. А чего вы хотели, батюшка? Тут священник православный, один единственный был, Божий сподвижник, отец Макарий. Ого-го-го! Годов 20 назад, думаю, окрестил тогда их отцов. Отслужил пару раз и уехал. Так что вы для них как чудо с небес. Дожили, слава Богу. А вы говорите по-нашему? Ой, физики, аяга, аля, мадига! Тоже человек говорит, как мы, а? Иван Васильевич, а откуда они узнали, что вы сегодня будете? Ума не приложу. Тут на Акуле посыльный наш. Последний раз в конце прошлого лета был, когда вы сюда собирались. А потом осенние шторма начались, зима настала. Ума не приложу, как они узнали. Финики такуги, родные мои, чудеса. Отец Иоанн, а мы сейчас утаенно их спросим. Федор Петрович, поговори с батюшкой, пожалуйста. Ангелина, Ангелина! Вот, рады видеть вас! Батюшка Иоанн! Скажи мне, откуда вы узнали, что я сегодня здесь буду? И откуда вам ведомо, что меня Иоанном зовут? Нам Иван Смиренников сказать. Он все знает. Он сказал, что живет большой человек, большим крестом, а большой бандаре называет его Иоанн. А он-то откуда знает? Он все знает. Он лечит всех. Шаман. Шаман? Он не любит, когда его так называют. Почему? Он говорит, крещенного человека нельзя так называть. Ну, он плывет, он все сам сказать вам, он все знает. Пойдем. Проходите, батюшка, проходите. Здравствуйте. Вы вот 20 лет знали, ой, я когда маленький был, еще ручки перезакушить нас. Там отец Макарий перевезел. Ой, забыл. Мы приветствовать вас. Подождите. Коллеги, нет, аляга.
Добрый день! О, Добрый день, мил человек! здорово, Бог! Пан Баченко! Как тебя звать-то, сударь? Иван Семиренников по крещению. Иоанн, как и тебя. Скажи мне, Иоанн, откуда ты узнал, что я сегодня здесь буду? Оттуда два небесных друга о твоем приезде и рассказали. Два небесных друга? Сначала спустился один, затем другой и говорили, что посланы Богом учить нас. Посланы Богом? Да, Понятная история. они говорят, что хотят тебя видеть, но сомневаются, что ты учишь тому же, что и они сами. Я хотел бы видеть ангелов твоих. А они здесь ждут. Но они правы, мне незачем видеть. Я по всему вижу, что они не делают. А потому, Иоанн, слушайся их учений. Но только если они не будут противны священному писанию. Небесные друзья еще говорили, что ты скоро будешь плыть на дальнюю дорогу вокруг света большой облачок с парусами, великому русскому вождю, и труды твои будут возвеличены. Но тебя впредь не только одни радости ждут. Нет, не говори мне ни слова о будущем. Это грех. Грех прорицания. А теперь ступай, Иоанн, с Богом. Да, соплеменникам твоим я непременно велю, чтобы шаманом тебя впредь не называли. Вот зато низкий поклон, отец Иоанн. Наступай.
Айда сюда. Сюда, сюда. Идите. Сейчас церковь пойдем смотреть. Птенчики голливудские. Да, и вправду говорят, язык у них будто птичий, легкий, свободный, словно птица в полете. Ой, Машенька, а ты почитай, почитай нашего Пушкина. Пусть язык великий русский послушают. Поймут, не поймут, да уклонятся малость. Сюда, сюда. Развернитесь, развернитесь. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутят, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Ну что, понравилось? Робинзоны голливудские. Робинзон. Да какие же не Робинзоны-то, матушка? Они же пятницы. Так пятница-то один был. А в году пятниц много, вот и их много. Айда на улицу, церковь освещать будем. Пойдемте. Благословен Ты, Господи Божий, Отец наш, Ибо дал воздвигнуть нам храм сей во имя святое Твое. Да прославляется имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки. Аминь. Да прославляется имя Твое. Благословение Господне да пребудет с вами, дети мои, во веки веков. Аминь. Давай! Ну а теперь, в этот день, можно и отметить, как вы отмечаете ваши праздники. Отметьте по-вашему. Отмечайте.
Душой мы прикипели к этим местам, людям здесь. Роднее родных стали на мою глаза. Ваня, может, мы здесь останемся? Здесь подождем тебя с ребятишками, матушкой, Машенькой. А ты пока все дела свои уладишь в Москве до Петербурга, а потом вернешься к нам. А может, все вместе до Иркутска отправимся, а, Ваня? Катя, но ведь это 2 года пути. Детишки совсем взрослые станут, им надо науки прививать. 2 года, Ваня. 2 года. Легко сказать, да нелегко пережить. И столится мое сердце по тебе, Свеклушенькой, Ваня. Ты прости меня, Ваня. Ты прости меня, пожалуйста. Да только неспокойно. Душа не на месте. Предчувствие томит меня недоброе, Ваня. Да не беспокойтесь, Екатерина Ивановна. Я ведь с вами отправлюсь. Все будет хорошо. Если дожидаться благого момента, можно всю жизнь прождать. А как начал большую дорогу, шаг за шагом, путь становится легче да проще. А я, братец, здесь останусь. За церковью присмотрю, за хозяйством, да за алюточками молоденькими мне пора присмотреть. Катя, Ну я жениться хочу, брат. Ну пора. Ладно. Ну что, ребятишек-то всех на берег корабля отправили? Да. Эй, ребята! Ребята, айда! Я здесь. Ну, давайте, девчата, прощаться. Ну вот, ребятишки наши хорошие. Пришло время попрощаться с отцом нашим младшеньким, Пушеньким. Отправляются они морем в далекие страны, по морю, до большого города Петербурга, до самого царя-батюшки. А нам с вами путь лежит до Иркутска, по земле, на лошадях, с Иваном Васильевичем Крюковым. А через 1,5-2 годика отец наш с Викушенькой едут в Иркутск. Не будем плакать, не будем, мой хороший. Время пролетит, и не заметим за учебой. Ну, утрите глазки, утрите, мои солнышки. Не надо плакать, не будем расстраивать нашего отца перед дорогой дальней. Да? Пожелаем ему хорошего, доброго пути, проводим добрым словом и молитвой.
прощаться. Накиньте, Кенечка. Ступай к отцу. Катерина. Катерина, ступай. Тонечка, солнышко. Ступай. Добрый. Свет мой. Ступай. Раздел. Доченька, ступай. Сашенька. Ступай. Матушка. Машенька. Кого тебе пути? Слушайся, все. Хорошо. Помогай, можешь, ладно? Во всем слушайся, береги себя и отца. Идемте, мои хорошие. Идемте, Ступайте. Ступайте, мои хорошие, идемте.
Отец Ян, Наследник его императорского величества Александр. Князь Константин. Василий Андреевич Ковский, поэт, наставник великих детей. очень приятно. Итак, выйдя из Аляски, мы отправились к нам в Санкт-Петербург. Да, Ваше Высочество, выйдя из Аляски, мы направились к мысу Гор, по проливу. Проливу Дрейка. Да, вы поразительно осведомлены, Ваше Высочество. Это ваша наука, Василий Андреевич? Вот уж не думал, что господин Пит Жуковский, помимо изящной словесности, так искушен и в навигации. Что вы, отец Иван? Поэтам такие дела неведомы. С великим князем Константином Николаевичем с 4 лет морскими науками занимается наш прославленный адмирал Федор Петрович Литке. Наша семья решила, что Константин у нас будет адмиралом. Первым адмиралом среди романов. Говорят, все дно пролива Дрейка усеяно погибшими кораблями. А шторма там не прекращается ни в какое время года. Так и есть, Ваше Высочество, так и есть. И не страшно вам было. Но, Ваше Высочество, Константин Николаевич, великий князь, поздно, конечно. Не раз приходилось на спокойное море на одних байдарах передвигаться между островами. А таких свирепых штормов, как у мыса Горный, не видел, но сколь прекрасного повидал. И не описать, не пересказать. Да, хотел бы я в нашем корабле оказаться. У вас все еще впереди, ваше императорское высочество. А как вы, ваше высокопреосвященство, относитесь к стихам поэтов светских? С большим почтением, Ваше Высочество. Ведь в нашей алиутской глуши, в морозы, до холода только одно и остается — читать да молиться. Потому читаем сочинения нашим детишкам. У нас своих-то немало, а еще алиутские шкалеры. Вот, например, сочинение Александра Сергеевича, любимейшего нашего поэта. Не раз поражался, какую звучность он придал русскому языку, какие слова в нем сыскал. Да, я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Да, Гений чистой красоты, тоньше и красивее не скажешь. да. Царство ему небесное. Как узнал, что он погиб? Сердце оборвалось. И мы все в печали были. А уж как государа не перемало. Государь. Государь написал Пушкину в его последний час: «Будь покоен о судьбе детей своих и жены. Мы не оставим их своей заботой. А коли уж все так вышло, постарайся умереть достойно, по-христиански». А дети ваши теперь остались в русской Америке? А никак нет, Ваше Высочество. Детишки мои поехали с супругой моей Екатериной Ивановной сухопутным путем в Иркутск. А с ними ее сестрица Машенька и матушка. Полагаю, скоро будут. Ну а мы с Прокушкой пустились в круг света на корабле и всех опередили. Идите, дети, погуляйте. Покажите, Константин Николаевич, свой дворец, Пёлкушка. Господь вознаградит вас, отец Иван, за то, что несете свет православия в края дальние и темные, чем укрепляете Россию нашу любимую. Всю географию путешествий ваших, ваш миссионерский долг долго будут помнить и воспевать потомки. Вы герой, отец Иван, герой. Мало кто сподобится на такие будут. Василий Андреевич, полно величие. Вы лучше скажите мне, уместным ли будет обратиться к его императорскому величеству с просьбой об учреждении своей епархии на Аляске и Камчатке? Конечно, обратитесь, и я поспособствую. Я благодарю вас, Ваше Высочество. Ведь на 40 тысяч его подданных, 10 из коих уже новообращены, приходится только 4 священника. И было бы неплохо. Конечно же, обратитесь. Это очень будет пользительно для Отечества нашего. Ваше Высокопреосвященство, император готов вас принять. Пойдемте, отец.
Ходи, он. Ну, как съездил в столицу? Хорошо съездил, ваше высокопреосвященство. Был представлен его императорскому величеству. Священный Синод передал переводы катехизиса Евангелия от Матвея, русско-русский словарь. Хорошо. Я слышал, ты свободно общаешься на русском языке. Да, для того, чтобы достучаться до сердечного обращенных, нужно говорить на родном их языке. Одобряю. А теперь о сочинениях твоих поговорим. Ты знаешь, Леон, я никого зря хвалить не стану, а тебя нынче похвалю. И возгордись только, есть тебе само, и в руках твоих что-то апостольство. Молчи. А сии слова и особенно на душу легли, чтобы повлиять на сердце, нужно говорить это, потому что уста наши говорят от избытка сердца. Тут и добавить нечего. Пить, да и только. А сии поучения и для лютов, словно для отроков, и на их языке напечатать желаешь? Ежели ваше высокопреосвященство и священный синод благословят. Ну что ж, благословляю. Много благодарен ваше высокопреосвященство. Алюты и есть отроки человеческие. В своих морях студенных, на огромадных китов и свирепых моржей с одними копьями на байдарах ходят. А в ином наивны, словно дети. Порой и смех, и грех. Вот порой... Помню случай. Нам нужно было распилить бревно. Я им дал пилу. Показал, как надо. А они сели на землю и давай его ширыкать. Бревно. Я им тогда в шутку говорю, мол, лежа-то поспособнее будет. Лежа, бревно. А минуты легли. Лежа, бревно. Ну и насмешил ты меня. А вот еще курьезный случай. Помню, подходит ко мне, пытается что-то сказать на русском, на нашем. Благословите, владыка. Вам письмо. Давай. Так вот, владыка, случай курьезный. Подходит ко мне Федор. Погоди. Простите, ваше высокопреосвященство. Простите, я забылся. Это ты? Прости меня. Прости, Иоанн. Выпало мне несчастье сообщить тебе. Письмо мне пришло от владыки Иркутского. Тут и тебе тоже. «24 ноября в Иркутске скончалась супруга твоя, Екатерина Ивановна, матушка Егома Савишна, сын Александр Своечниц. Как скончались? Катенька, Пашенька, Сашенька и матушка, да не может дома быть. Все четверо. Царствие небесное. Моровое поветрие на пути в губернию Иркутской встретило. За что? Господи, за что?
все воля Господня с тобой. Слава Богу, остальные детки живы. Так они же у меня одни остались. Одни в Иркутске остались. Не надо ехать туда, владыка. Не надо ехать. Погоди. Куда ты в таком состоянии? Останься здесь. Теперь торопиться некуда. Останься здесь, помолись до утра. А утром я тебя сам благословлю. Помолись. Простите Христа ради. Простите за то, что я уберег вас от беды. Простите Богомителя вашего. Простите, что не поехал с вами. Возжелал ехать на корабле в круг света. Соблазнился на мир греховный посмотреть. Да с записями своими в столицы попасть. Нет мне прощения. Нет мне прощения ни от вас, ни от Господа. Простите. Простите, что делал все по-своему. Простите, что не слушал вас. Помнишь, Катенька? Катенька, помнишь, ты говорила мне, чувство недоброе тебя томит. А я... Да выслушай я Ивана Смиренника, да пророчество его. Быть может, вы убереглись бы от беды нынешней. Да разве мало вы через меня страданий не испытали? Помнишь, Катенька, как в первый раз поехали на Аляску? В страхе и в неведении. Почитай, год земляной яме на Аляске, но у Малашкина эти жили. Да разве плохо мы там жили, Ванюша? В любви да согласии. Помню, свеча горит. Лампадка под иконой Божьей Матери Именской Девницы. Дрова потрескивают в печке. Ребятишки посапывают сладко. А ты органчик. Шкатулку музыкальную ладишь для оленей. Метель над крышей землянки пляшет и напляшет. А у нас тепло и мирно. Так хорошо. Помню, Катя. Помню, голубушка моя. Так я только сейчас и понял, где мое настоящее счастье это было. Чего я лишился? Кого потерял? Об одном прошу тебя, Ванюша. Деток наших заботой и любовью родительской не оставляй. Ты один у них в земном мире остался. А мы уж там за вас Господа молить станем. Прости меня, Катя. Матушка, прости. Сашенька, простите меня. Машенька, прости меня. Постой!
Я, конечно. А кому же еще быть столь ранний час? И как сегодня? Молишься? Молюсь, владыка. О, слава тебе, Господи. А я тут мимо проходил. И почудилось мне, будто ты с кем-то разговариваешь. Я уж грешным делом подумал, уж не помутился ли ты рассудком. Не мудрено и помутиться в такую ночь, владыка. Вот и я не спал всю ночь. Все думал о тебе, о горе твоем теперешнем. И вложил мне в голову Господь, что сама жизнь выбирает тебе путь монашества. Путь монашества. Ты на мне же теперь 6 детей, владыка. За всеми догляд, забота нужна. А коли я выберу путь монашества, уйду из мирской жизни, на кого они останутся? О детях не беспокойся. Я напишу владыке Иркутскому, люди добрые за ним присмотрят, а там видно будет. О книгах на голливудском языке тоже не думай. Колесо в Петербурге по ним еще не скоро завертится. Монашество тоже торопить и не волить не стану. Как примешь решение, тут же самолично постригу. А пока ступай в паломничество по святым обителям. Молись денно и ношно, а там Господь сам вложит в твой разум и сердце правильное решение. Благословите, владыка.
после произволения хочешь обручения великого ангельского образа. Вечный отче, от сыновей произволения. Возьми ножницы и подашь мне. Возьми ножницы и подашь мне. Возьми ножницы и подашь мне. Брат наш Иоанн постригает плоды главы своей, знамение отрицания мира и в отрицание своей воли и всех плотских похотей. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Брат наш Иоанн одевает одежду духовную, веселье и радости, чтобы отвергать и побеждать всякие скорби и искушения, которые подстерегают его под весом плоти и мира, и всегда во Христе радуется во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Этой минуты нарекаем новоявленного монашества иеромонаха именем Иннокентий, память святителя Иннокентия Иркутского. Иннокентий,
Упаси Боже! Я не дожили! Да. 1000 верст. А такой хляби от берега, а? Вот. Ой. Вот с Иркутска до Якутска хорошо было. На корабле столкновение с ними. А здесь... Ну мы-то, Иван Васильевич, повторяем тот же путь, что и 18 лет назад. Тогда еще с Катенькой, Машенькой, Маркой, Царствие Небесное. Помолился я за упокой души. Да, Бог никого не пожалел. Геша с Ганей, Оленька с Краскевей благополучно добрались до Петербурга. В семинарии учатся. Катерина, дочка, замуж вышла. Эй, на вахте! Принимай епископа Камчатского, Курильского и Аюрского, а? Рады стараться, ваше высокопреосвященство, ваше высокоблагородие. Только вас и ждем, владыка. Если бы Господь не помог бы, поди и не добрались бы. Когда отходим на Арабские острова, служивые? Вот вас и ждали. Сейчас шторма. В общем, уходить нужно сразу. Чудом не опоздали. Да ты знаешь, что это за человек такой? Самому императору в кош. Епархию новым читать едем в Русской Америке, а мы туда. Извольте в каюту. Владыка, там может быть чайку? Да какой там чай? До койки бы добраться. Как пожелаете, благословите. Моли Господа о спасении. Ведь всего-то флота корабельного 8 дён, а нас уже 28 суток мотает, да? Слава Богу, что корабль еще цел. Да Господь воды с небес посылает. Вот, последнюю, только что из парусов отжали. По полкружки на брата будет. Солонина, сказывают, к концу подошла. Завтра есть уже нечего будет. Ну, Стефанка, ежели что, мы с тобой-то припустимся. Да, лишь бы ветер на походный переменился. Корабль течи не дал, да у команды сил достало. А люди веру теряют. Да я, если честно, из последних сил держусь. А команда и пассажиры, которые делись, шепчутся, что над миссией проклятие висит. Епископа Иосафа вспоминают. Как тут не вспомнить? Я и сам уже не раз Иосафа вспомнил. Ведь как раз вот у этого острова 40 лет назад он и ушел в пучину. Тоже страшный шторм. Первый епископ, коньякский или русский, до коньяка так и не добравшийся, Со всеми священниками и певчиками. И как поют.
Поют, слышишь? Слышишь, Иннокентий, поют? Ничего не слышу. Слышишь? Воду прошед я пусту, ты египетского славить ужал. Слыхали, поют? Слыхали? Уже, может быть, чудятся нам голоса-то эти, а? Мне Алён из Дискотека рассказывали, будто появилось пение это после гибели Остапа. С ним же 6 певчих было. Так может быть, неужели души их, что ли, упокоенные? А как команда? Как капитан? Плохо. Команда и капитан в поле последний решились. Капитан положил корабль в дверь. Мол, так и так, конец приходит. Треть положил, штурвал оставил, да он с ума сошел. Нас же развернет, захлестнет разом. Герман! Герман! Преподобный Герман! Ссылаем тебя с надеждой. Если молил ты Богу и пребываешь на небесах в объятиях Его, помоги нам, грешным, спаси наши души, не допусти погибели. Усмири бурю, преподобный, и спасли с Господней помощью ветра попутного. Слышал, Господь, заступник наш. Слава тебе, Господи! Земля! Да это не как остров Еловый, обитель Германова! Вот его и благодарите за спасение. Германа чудотворца. Надо сей же час к острову пристать. Панихиду преподобному служить. И всей миссии Исаафа тоже. Покоить души их. Наконец-то добрались до острова Ситка, индейцам помощь. Кажется, женщина плачет. А что это у них? Лица такие диковинные. Ох, недоброе здесь.
Они так злых духов отпугивают. Вот, собираются кровавую жертву принести. Или задумали, что к этим голышам проклятым без оружия нельзя. Чую, не зря я с собой ружье верное взял. Ведь это их вождь, отца Ювеналия, сподвижников первого, велел на части порубить. Колдун русский, не ходи, куда пойдешь, смерть найдешь. Это я говорю, вождь племени Черного Ворона, узкий Сати. Это твой Бог, нам его не надо. У нас беда, большая болезнь приплыла. Оспа. Нет половины людей. Они ушли на небо. И дух моей хозяйки, жены, тоже уходит на небо. Мое счастье, что пришел раньше болезни. Может, это ты послал вперед, Оспа? Ты! Стойте! 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 Остановитесь! Вы поднимаете руку на служителя всемогущего Бога Христа. Остановись, старик! Мы пришли с добром. Но на большой лодке с нами приплыло много воинов, и они отомстят за нас. Почему ваши люди не обратились к нам за помощью? Ты сказать, что сильнее, чем я, писатель. Наш большой шаман просил, вот черный ворон хочет жертва, кровь. Он говорит правду. Наш Бог всесилен. Это правда. Приплывите к нам и увидите сами. Пусть ваши люди придут к нам. Наш лекарь поставит им железный знак на руке, и их Господь не тронет. Владыка! А ее скорее везите к нам. Ее еще можно спасти. Но жертв не надо. Это не поможет. Знак русского злого духа. Нет, уходи. Мой Бог, черный Бог. Мы уйдем. Но вы подумайте, что лучше? Наш милостивый Бог или ваша злая смерть?
Гранада! Января 4-го дня. Русская Америка. Новоархангельск. Милая Паша, доченька родная. Спасибо тебе за письма твои. Я читал их сюда в Христу. Хвалю, благословляю и одобряю твое намерение идти в монастырь. Ты пишешь, что хотела бы идти в монастырь дальний, а не петербургский. Но монастыри все равны. Нет на свете монастыря, в котором можно найти спокойствие душевное без молитвы. Ты говоришь, что желала бы молиться Богу с душою, которая бы горела любовью. Приятно и утешительно слышать такие речи. Но я скажу тебе, что исполнение этого желания есть верх совершенства христианина, и очень-очень немногие его достигают. Но если бы ты достигла хотя бы даже 100-й доли твоего желания, ты была бы счастливейшей. Ты желаешь со мной поскорее свидеться, и я, конечно же, тоже. Но уж больно далеко мы теперь друг от друга. Увидимся ли мы еще с тобой на земле, не знаю, но дай нам, Господи, видеться на небесе. В институте столичном научении у нас осталась теперь только младшенькая, Феклушенька-Пушенька. А твой привез мне на днях письмо Таня. Коли свидитесь, передавай ей, чтоб лучше училась и не важничала. А я после Камчатки будущим летом собираюсь добраться до Байкала и оттуда проплыть по Амуру до самого моря, ежели Бог даст. Ну а коли жив останусь, то и до вашего Петербурга доберусь. Скажи от меня поклон всем, кто тебя любит. А тебе шлет поклон брат твой, Таня. Коего я после семинарии положил во священники. Теперь большие надежды на них. Прощай, моя милая. Господь с тобою, Машенька. Как разом угодил и вам, и жителям Диких островов. Очень жаль, что вы не остались. А так вы пришли с сыном своим на вовнешнем Иркутске, представили его обществу.
епархия моей не только американские колонии, а еще и весь Северный Восток, Азии, от Устья-Туды до Ледовитого моря с одной стороны и от реки Лены до Охотского моря с другой. Что ж, благословите вас. Храни вас. Ради вас Бог. Пусть здоров. Спасибо. Спасибо, моя родная. Спасибо вам. Счастливого пути! Не забывайте. Помолитесь о Господе. Привет, Димка! Привет, братец! Наконец-то вырвался из своей песни в Москву. Здравствуй! Здравствуй, брат! Иди ко мне сюда! Как рад тебя видеть! Наконец-то добрался! Ну! За Пензу, хвалю. Молодец, что кружок среди гимназистов открыл. Пусть ума набирается. Но, Дима, главные дела теперь не в Саратове и Пензе делаются, а в Москве и Питере. Сам вчера только вернулся. Ездил поглядеть, много ли там социалистов в нашем взглядах. Поверь, недостаточно. С главным их организатором познакомился Иваном Худяковым. Дальше познакомился. Софья! Перовская? Очень приятно. Да, еще ждем Андрея Желябова. Где же он? Эх, Тимка, великие дела нас ждут. Но мы с тобой еще об этом поговорим вечером. А пока вот держи ключи. Будем жить вместе и устраиваться. Так удобнее и безопаснее. Да, ни у одного полицейского вопроса не возникнет, что два брата вместе живут. Эх! Да. Но мне еще надо коммуну нашу сбежать, переплетную мастерскую, ну еще кое-кого из ребят предупредить о встрече. Так что увидимся в аду. Аду? Да там, Дим, там любое удовольствие получить можно. Люди да полиция давно существуют. Вот в том аду мы с тобой и встретимся. Ну, в аду, как говорится, так в аду. Хорошее местечко для встречи. А переплетную-то зачем адом назвали? Да неужели непонятно, Дима, что те книги, которые мы там перепечатать собираемся, кое для кого пострашнее ада. Вот сейчас Фридриха Энгельса и Карла Маркса Дисты в России эти книги переводить запретили, так мы сами перевели. Не книга, бомба, наизусть хочется выучить. Господствующие классы содрогнутся перед нашей коммунистической революцией. Пролетариям нечего мне терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Не зря говорят, что словом можно убить и воскресить. Вот мы и посмотрим, Дима, кто на пути нашей новой России встанет. И ты, Дима, будешь здесь один из первых. Да мог ли ты мечтать об этом в своей замшелой провинции, Дима? Точно не мог. Эх, да как народ воспрянет, как подымется. Он о нас с тобой еще песни петь будет. Нашими именами улицу назовем. Ну все, брат, давай. Вот, Андрей. Брат! Увидимся вечером.
Убежали собаки! Дожили! Надо было с собаками каюра брать. И сколько тут будет верст до стойбища? Думаю, недалече. Верст 10 будет. И в самом деле недалече. А мне кажется, мы вообще сначала вот в ту сторону шли. Эх, был бы снег поглубже, можно было бы зарыться да переждать до утра. А тут все ветром вымело. Надо дальше идти, иначе замерзнем. Да вот только куда идти? Молиться надо. И Господь направит стопу нашу. Господи Иисусе Христе, Сын Божий. Господи Иисусе Христе, Сын Божий. Господи Иисусе Христе, Сын Божий. Помилуй на грешных. Направь стопы наши, Отец Небесный. Эх, сюда бы Смиренникова с его ангелами, чтоб дорогу указали. Да это никак ангелы небесные, спасители наши. Спасите. Путь указуют. Или как Смиренников послал. Как же они не убоялись в такую пургу искать нас пойти? Вот такие здесь люди, Стефан. Сами гибнут, а других спасают. Послушай, братец, я давеча в пургу, когда понял, что смерть совсем рядом с нами крушит, то и загадал про себя. То ли спасусь, то и останусь навсегда в сих краях миссионеров. Языки выучил, людей камчатских да тунгусских окормлять и просвещать стану, как ты, Алиута. Благослови, владыка, остаться. Благословлю, брат. Люди камчатские, русские того стоят. Ко мне выходит, пришло время с тобой прощаться. Знать надо воля Божья, мне на пути своем. С
родными душами расставаться. Да ты не кручись. С тобой, сынок твой, Таня поедет. Неспокойно нынче, во всей России. Только турков победили в Синопском сражении. Англичане и французы подключились. По всему Дальнему Востоку, вдоль побережья, неприятельские корабли замечают. Сказывают, сюда, Петропавловск, вражеская эскадра из 6 судов английских идет. 200 орудий против наших 69. Только милостью Божией форт наш спасется. Так что, братец, останусь я здесь. Молиться буду, чтобы Господь нам храбрости послал. Да и вы там, в порту Аяне, поосторожней. Сказывают, и там уж 2 фрегата видели. А мы сперва в Якутск заедем, а к тому времени, глядишь, с праздником улягутся. Ну, прощай, епископ Камчатский, Вильский, Луцкий. Добрый путь. Прощай, брат. Прощай, старик.
кардинал. Господин кардинал. Эй! Господин кардинал. Моли Господа Бога, все отклонить создателя, избавите нас от мучения мучения, всегда прославляем Отца и Сына и Святого Духа. Исповедуем Христос, Пасхи Христе, во веки веков. Аминь. Я слушаю вас, господа. Этот человек нас обманывает. Он говорит, что он священник. Он и есть священник. Бело. Где твоя ряса, Гавриил? Вот одно. Вместе с кораблем и остальным экипажем. Он говорит правду. Чтите его. Цивилизованный британский враг, мы не воевать, мы брать вас в плен. Нас в плен? Нет. Прости вас, Господи. Да зачем же было? Вы люди церковные, в делах морских и военных ничего не знаем. А издержек вы с нами понесете немало. Нас ведь поить, кормить надо. Нет. Правый, господин кардинал. Епископ. Sorry, епископ. Окей. Go. Брик, Охотск. Тут эти каяны взорваны. Экипаж, которого удалось спасти, они расстреляли. Меня спасла сестра милосердия. Весь берег усыпан мертвецами, убитых русских матросов. А далее
Вы так великодушны, и даром вас называют освободителем. Так много хорошего сделали для России, столько реформ произвели, крепостное право. Но позвольте задать вам один вопрос. По Петербургу опять пошли слухи об американских колониях. Будто бы вы собираетесь тайно их продать. Неужели это так, Ваше Величество? Неужели вы сможете продать своих подданных этим безжалостным рабовладельцам? Вы, уничтожившие рабство в России, столь милостивый и мудрый государь? Да еще и тайно. Некрасиво получается. Американцы. Но далеко не во всех штатах. Вообще вопрос продажи русских колоний в новом свете нами пока не рассматривается. Слава Богу. Вот это мне нравится. А мне нравится, что вы можете императору правду говорить. Увы, почти все прочие предпочитают или отмалчиваться, или говорить ему. Но мы же друзья. Друзья? Но вот коли так, я бы хотел как бы узнать ваше мнение еще по одному непростому для меня вопросу. Только честно. Конечно. Я отвечу вам честно. Глядел я на сообщениями из газет и получал известия о событиях на море и о нападении англичан на Порт-Роял. Если бы тогда англичане знали, что я молился, то, наверное, в раз бы растерзали бы на месте. Слава Богу, как спрятанных не нашли, припасов орудийных тоже. Жители с их уходом перестали в лесах таиться и домой вернулись. Да и мне пора было бы отправляться в дорогу. А на Дальнем Востоке нашего Отечества происходят очень важные исторические события, и ваша миссионерская деятельность, как архипастыря и патриота России, распространяется еще и на освоение Амурского края. Читал, буквально. Самое время учредить миссию на Амуре. Об этом давно меня уже просит сибирский губернатор Николай Николаевич Воробьев. Российское правительство долгое время не обращало внимания на русские территории. В результате с конца прошлого века и по сей день на многих английских и немецких картах китайско-русская граница изображена с ошибками. Амур и вся приамурская сторона относится к Китаю, а вслед за иностранными изданиями и на наших картах стали появляться те же самые ошибки. Настало время императорскому географическому обществу под покровительством Константина Николаевича основательно заняться этим вопросом. А вот и я, легок на помин. Добрый день, владыка. Добрый день, великий князь Константин Николаевич. Добрый день, ваше высочество. Простите, что я невольно услышал часть вашей беседы, министр финансов Рейтер. Если я правильно понял, наше географическое общество чем-то нехорошо столпам российского православия? Что вы, ваше высочество? Общество географическое замечательное, и цели у него наиблагороднейшие. Но как вам и нам известно, есть среди членов общества люди, которые недобросовестно относятся к сохранению территории Российской империи, забывая о часе страшного суда. Слава Богу! Час страшного суда ожидает нас, надеюсь, не завтра. А дела насущные стоят за плечами сегодня, когда государство разорено войной. Частный капитал терпит убытки. Вот и вы, ваше высокопреосвященство,
думаю, засвидетельствуете, что некогда процветающая русско-американская компания ныне пребывает в упадке. Вы же совсем недавно из Аляски. Какие у вас там новости? Новостей немного, но они довольно интересные. Компания получила из Калифорнии золото ночных пулов. Кроме того, на ранее добытое золото приобретено новое судно трехмачтовое. Промыслы морских котов тоже очень хороши. Несколько тысяч штук уже отправлены вокруг света в Петербург. Судно, бывшее в прошлом году в Шанхае, снова отправилось в Китай за чаем. Ныне уже с намерением купить не 800, а 2000 ящиков. Приятно слышать, но тем не менее убытки компании растут. Оно и понятно. Прежних высоких прибылей нет, а продовольствие и припасы на Аляску, на Камчатку, на острова Алеутские приходится везти, как и прежде, вокруг света или через всю Сибирь. Ваше высочество, да ведь это неразворотливости наши. Представляете, на Камчатке травы дрозд человек. Нежели бы в тех местах скот завести, то можно было бы на Камчатке маслом и солониной, да не только те места снабжать, но и другие места. Кроме того, там много приотличнейшей рыбы. А по Амуру, вновь приобретенному, можно такое хлебопашество поднять, столько овоща и скотины вырастить, не только русскую, но и всю прочую Америку прокормить достанет. Да вы великий мечтатель, владыка, восхищен вашим размахом. Было очень интересно выслушать вас, но прошу простить нас, мы опаздываем на коллегию в Сенат. Всего доброго, владыки, честь имею. Храни вас Господь. Честь имею. Бог вам в помощь, ваше высочество. Да. В России только те части и хороши, где управление верено одному. Как при патриаршем правлении? Точно так. А где советы до коллегии, развал и беспорядок. Да, натворил дел, Петр Алексеевич. В России-то, может, ты бы и поднял, как Пушкин говаривал. На церковь изнутал, почитай уже на 1,5 столетия. Раньше бы мы с тобой к патриарху за благословением шли. Теперь помер прокурору Синода, за приказом маршируем. Бывшему генералу кавалерии в отставке. Хорошо, хоть во флуг пока стоять не надо, да. Идем прямо к императору. Остановись, рано еще! Опусти, какой рано такой шанс! Дай его застрелить! Там Филарет, Емельянов тоже с ним! Безвинные пострадают! Безвинные? А я смотрю, в тебе святость твоя заиграла. А о чем ты думал, когда к нам примкнул? Кого вы там шарить собрались, а? Долгорукую эту. Но там же люди Божьи! Которая при живой матушке императрицы с государем развлекается. А ну, угомонились. Отдай револьвер. Дима, отдай револьвер. С тобой я еще поговорю. Дима, я тебя не для того вытащил, чтобы из-за твоей влюбленности ты мне срубил здесь все под корень.
накидываешь петлю на всю организацию. Мы не имеем права на спонтанные действия. Все должно быть четко спланировано. Это должна быть бомба для всей страны. А теперь быстро пошли отсюда. Итак, господин министр, особое заседание по вопросу продажи Аляски перенесено на сегодня. Нечего и говорить, что оно пройдет в установке особой секретности. Тайная вечеря? Да, если хотите. Надеюсь, Иуда среди нас не окажется, поскольку преждевременное известие об этом приведет к большому скандалу, особенно в нынешней молчаливой печати. А еще больше правление русско-американской компании. И, разумеется, церковь, принявшая в свое лоно тысячи тамошних прихожан-аборигенов, будет не в восторге от подобного поворота событий. Уж Филарет Московский и архиепископ Иннокентий точно ударят в колокола. Вон они уже императором беседы ведут. Да, для многих продажа Аляски может стать весьма неприятным сюрпризом. Конечно. А вот и наш посланник в Вашингтоне, барон Эдуард Андреевич Стёкль. Добрый день, Ваше Высочество. Здравствуйте, здравствуйте, Эдуард Андреевич. Добрый день, Ваша Светлость. Добрый день, господин барон. Только что прибыл из Вашингтона, Ваше Высочество, и сразу к вам. Как поживает ваша американская жена, как здоровье президента и его окружения? Слава Богу, все живы, здоровы. И хочу заметить, что отношение к России правящей партии президента на сегодняшний день самое лучшее. Вот и надо, любезный Эдуард Андреевич, воспользоваться этим отношением и устроить дело так, чтобы именно Соединенные Штаты обратились к нам с просьбой о продаже Аляски. А Россия лишь соизволила дать согласие. Да, тогда в таком случае надо будет с десяток самых весомых сенаторов и владельцев газет подтолкнуть к этой решению к этой проблеме финансово. Ну, говоря откровенно, оплатить их услуги в лавировании этого проекта. Конечно, некрасиво и как-то не по-русски. Зато совсем по-американски. Да, и разумеется, такие хлопоты позволяют мне надеяться на небольшое личное вознаграждение. А вы, я гляжу, совсем американцев в Вашингтоне стали. С кем поведешься? Батюшка, господа, кто идет? Прошу прощения, Ваше Высочество, но прошу выслушать меня, поскольку дело идет о вопросе государственной важности. Представьтесь, будьте добры. Честь имею. Титулярный советник Азиатского департамента Министерства иностранных дел Остенсакин Федор Романович. Так вот, Ваше Высочество, я невольно узнал о готовящейся продаже американских колоний и хотел бы сообщить вам свое приватное мнение, как председателю Государственного совета. И в чем же оно заключается? Ваше Высочество, сии колонии нельзя ни в коем случае продавать по политическим и военно-стратегическим соображениям будущего. Только обладая севером Америки, мы можем по праву считаться хозяевами в северных частях Тихого океана. Да вы великий стратег, батюшка. Где уж нам простым адмиралам до такого додуматься? Ну, Ваше Высочество, территория американских колоний составляет 1,5 миллиона квадратных верст. Насколько я знаю, самые бросовые и непригодные земли в Сибири продаются сейчас по 3 копейки за квадратную сажень. А это означает, что наши американские колонии по таким ценам стоят не менее 10 миллиардов рублей, а дают нам за них всего-то несколько миллионов долларов. Ну, допустим, несколько миллионов, как вы извольно выразиться, на дороге не валяются.
Но что они значат при расходах к России 400 миллионов в год и внешнем долге 1,5 миллиарда? Или я называю не те цифры, господин министр финансов? Цифры правильные, но Мы услышали ваше мнение, господин Остенсакин. Было очень приятно с вами познакомиться. Благодарю. Да. И откуда сей у них выяснился Моксель-Ваксель? А считает-то он неплохо и соображает недурно. Я бы при другом случае его к себе в министерство забрал. Вот и заберите, и поскорее предложите место получше, и ушлите учиться куда-нибудь за границу месяца на 2-3. А то наш государь-император тоже любит по этой аллее прогуляться. И после покушения не опасаются? Александр Николаевич говорит, что не намерен менять привычки из-за нескольких сумасшедших. Пойдемте, господа. Пойдемте. Особый день, особое благословение. Впервые прошла божественная литургия на якутском языке. Господь и Его апостолы с дня нынешнего будут общаться с вами на доступной и понятной речи, родной речи. Всему великому дню предшествовали многие упорные труды якутских иереев, которые с Божьей помощью составили азбуку и грамматику вашего языка и переложили на него богослужебные книги. Слава Господу нашему Иисусу Христу за то, что Он даровал нам, братья и сестры, эту бесценную благодать приобщения к православной вере. Бүгін мұғипқа бәйбет түрі тұлбытнан сақалы болла. Онон беге мақталбыт улахан. Дай вам Бог здравия, владыка! Сколь раз на службах бывала, лишь сегодня поняла, такой благодати еще не чаяла. Тамарели Гитарамачулат. Остабит как-то гюляхпет. Үздік салада автомара жейті. Бұйық сайын. Ақтақ слов. Дождь нету. Засуха. Коровы кормить нету. А теперь зима. Холодно. Снега совсем нету. Земля замерзай. Трава печет покрывай. Ага. Вот лошади поднимай. А это старик ходит, что вы не уезжали, а оставались. Вот так вот себе. Милые мои, с отъездом уж
поделать ничего не могу. Вопрос с Амуром решен самим временем и императором. Кафедра моя переносится в новорожденный град Благовещенск. Да вы не печальтесь так. Я к вам часто заезжать буду. Ведь ваша область так к моей епархии относится. Храни вас Господь Вседержитель. Ваше Преосвященство, святые владыка, мы, богатые якутские тойоны, чиновники и простые прихожане, собрали деньги на постройку архиерейских палат. Приезжайте, всегда будем рады. И еще одна просьба. Благословите сей благодатный день и провозгласите днем якутского православия. Ежели бы вы знали, дорогие мои, какое великое утешение и какое счастье в словах ваших для меня. Как же я могу не благословить сей душевный порыв? Конечно же, благословляю именем Отца Небесного.
Вот что делается-то, а? Дожили! Вот это вот, видели? Видели? Они еще, оказывается, полгода назад сговорились о продаже Аляски, а мы только теперь узнали. Да разве ж люди порядочные так поступают? Все планы порушены, и наши, и компанейские. Да в одном только Новоархангельске столько понаделано, и музей, и театр, и библиотеки, а 2 больницы, где доктор наш людей спасал от страшных болезней. И жену вождя индейцев вырвал из зал смерти лютой. Теперь все прахом пойдет. Да не убивайтесь вы так, Мария Владимировна. Да, впрочем, что я говорю? Как не убиваться? Ведь без ножа зарезали, а? Вы бы предупредили заранее. А я ведь здесь свой век доживать собирался. А Дмитрий Петрович как? Держится? Да в бешенстве Дмитрий Петрович. С утра пьет, да посуду об пол плещет. Да на что она нам теперь, посуда? Господа, сегодня мы с вами присутствуем на историческом событии. Я, посол Российской империи в Соединенных Штатах Америки, очень горд, что мне выпала такая честь. Сегодня, 18 октября 1867 года, вступает в силу договор между Российской империей и Соединенными Штатами Америки о продаже Аляски. Россия уступает за 7 миллионов 200 тысяч долларов все свои владения на американском континенте. Это сделка века, господа! От имени президента Соединенных Штатов Америки я должен заявить вам, и подтвердить, что любой из вас хоть сейчас может принять присягу и стать гражданином великой и свободной страны. Конечно, вот сейчас взяли и побежали. Ведь нас здесь не только выгоды-то планы компанейские держали. Душой мы переросли, там эти детей народили, вырасти. А я вот домик прикупил, от храма недалеко, огородик завел. В Иркутске-то у меня не осталось никого. А тут вроде как все свои, родные стали. Уж за столько-то лет. Эх, дожили. Прости, Господи. Госпожа Максутова, я искренне сочувствую, но я не понимаю глубину вашего горя. Вы плачете, как будто находитесь на похоронах русского царя. Но, слава Богу, император Александр II жив и здоров. А я и нахожусь на похоронах. Все. Нет здесь больше царя. И России здесь тоже нет. Предали нас. Продали за 7 миллионов. А мы ведь душу вложили в этот край. И неужели чувство народного самолюбия не так уж важны, чтобы им жертвовать за какие-нибудь 7 миллионов долларов? Мы-то ладно, вернемся в свои отчины, правдами да неправдами. А как же индейцы, да люди воцерковленные? Что делать там? Выходит,
заманила их Россия, матушка, в православные чада свои. Заманила, да и бросила. Змей второй день предлагает присягу принять, американцами стать. Но запомните мои слова. Мы уйдем, но здесь останется культура наша, русская, православная вера. Боже, царя храни, сильный державы, царствуй на славу, на славу. Может, еще кресты православные заставите поснимать? Нет уж, не дождетесь! Это наша земля, земля моих предков. Вы убили моих людей, они нет. Русский колдун, большой человек. Он спас моих людей, он тоже спас. И люди моего племени никогда не забудут его. Ёк-калами-калаканака! Господин посол, мы так не договаривались. Это наша земля, земля алеутов. Мы любим нашего Бога, Христа. Ведь нас владыка Иннокентий научил. Мы знаем указания пути в Царство Небесное. Дикие нравы диких людей. Иван Васильевич, сделайте что-нибудь. Хорошо, что владыка Иннокентий не видит всего этого. Федор Петрович, а помнишь, владыка нам говаривал, Бог Василий крест налагает, кого Бог любит, того испытует. Коли в тебе душа крепка, любое испытание тебя только попрочнее сделает. Быть может, и нам, народом православным, после всех испытаний лютых, за веру нашу чистую, Господь дарует истинную гордость за Россию. Аллилуйя, дети природы безвинные, вознесем молитву Господу нашему, ведь тот не унывает, кто на Бога уповает. Эй, подавай! Отслужи прощальный перезвон русской Америки! Ангагина! Галагины! Января 1868 года в Благовещенск прибыло срочное послание из Санкт-Петербурга. Государь-император Александр II всемилостивейше назначил ваше высокопреосвященство митрополитом Московским. Почти через 100 лет, в 1977 году, великий труженик, просветитель и апостол, митрополит Московский и Коломенский Иннокентий был прославлен в лике святых двух православных церквей – русской и американской. От Господа исправляются человеку пути его.
На этом дни Республики Саха-Якутия в городе Москве завершаются. До новых встреч! Друга России! Уруй! 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 Наша родная Якутия! Уруй! 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 Спасибо! До свидания! Спасибо, Георгий!